Остаточный кашель – единственное, что напоминает о том, какой ужас пережила Ильсуяр Мифтахова в новогодние праздники. 20 декабря 58-летняя женщина заболела гриппом и так сильно, что 6 января ее положили в инфекционную больницу. Внутри у меня все болело, внутри. Вот у меня отсюда и сзади. Вот зажимает и не отпускает. Вот такая у меня была. Я думала, я не выдержу уже. Коронавирус прошла, все нормально. Не так болело. Таких пациентов здесь десятки. Большинство на языке врачей тяжелые. Во-первых, мы видим тяжелых пациентов возрастных с коморбидной патологией, с хронической сердечной недостаточностью, с хронической болезнью почек, гемодиализные пациенты. Но также поступают и молодые пациенты с проявлениями гриппа. На сегодня больница заполнена уже на 70%. В основном в палатах люди с ковидом, либо с гриппом с осложнениями в виде пневмонии. Большинство, говорят врачи, в прошлом году не прошли вакцинацию. Грипп, как и другие сезонные заболевания этого года, по словам врачей, отличаются особо тяжелыми последствиями. Пациенты переживают лихорадку, теряют сознание, кашляют. И впервые за годы наблюдения у гриппующих нарушаются желудочно-кишечные процессы. Обычная терапия все чаще не работает, помогает только госпитализация. Сейчас легче. По словам врачей, это продолжение сезонной заболеваемости, которая началась еще в октябре. В последние 10 дней произошло временное снижение из-за праздников, но врачи не исключают подъема. У нас пока есть снижение заболеваемости, но с учетом того, что у нас много учеников сейчас выходят опять в школы, в детские сады, в университетах возобновляется учеба, плюс люди выходят на работу, возможно, будет еще рост заболеваемости. В этот период медики советуют не забывать о мерах профилактики, стараться избегать мест большого скопления людей, часто мыть руки и носовые проходы после контакта с заболевшими, принимать иммуномоделирующие препараты и проветривать помещения. Рамиль Шайдуллин, Сан Саитова, ТНВ, Казань.